играющих бойцов с привязкой к карте местности, которую можно загружать через браузер и выводить эту статистику. Если это всего одна радиобаза, она покрывает радиус. Номинально производитель заявляет самого радиомодуля, естественно, не полигоновский, а это сторонний производитель. Радиомодуль заявляет, что у них радиус действия 8 километров. На самом деле устойчивая работа по пересеченке это метров 500-600. Эти же радиобазы можно разложить вместе с батарейкой, либо она может наноситься бойцом к разгрузке, и тогда каждый из этих бойцов будет являться живым репитером, и тогда можно покрывать неограниченное количество, неограниченную территорию. На экране, собственно говоря, можно увидеть, где находится боец и в какую сторону у него смотрит автомат. Я презентацию оставлю без проблем. Более того, мы можем выводить статистику прямо из конфигуратора. У нас при помощи специальной обработки мы можем вывести статистику на экран в обычный браузер. Она может храниться на сервере. Она хранится как у нас на сервере, так она может храниться на вашем сервере, куда вы, собственно говоря, из конфигуратора можете подзагружать себе в виде различных файлов. Точнее, выгружается база данных, таблица с количеством игроков, количеством попаданий, количеством фрагов, полученный урон, нанесенный урон, количество смертей может подсчитываться и везде. На самом деле, что хочется сказать с точки зрения вообще организации игр, то, что я обращаю внимание, когда езжу по региону, и я наблюдаю это в большинстве случаев, то, что на самом деле у нас технические характеристики позволяют создать очень много различных, многофункциональных разветвленных игровых сценариев. Но, к сожалению, чаще всего мы сводимся к 3-4 простым схемам. Стенка на стенку, убили базу. Еще раз, проблема, которую я вижу в клубах. Первое. В клубах зачастую крайне мало хороших сценариев, которые бы развлекали людей и создавали вам в клубы поток. Ваши клубы, я говорю, ваши в данном случае, вот, я вижу историю, какое количество клубов в Республике Беларусь открылось, прожило в течение года и сколько по окончании года закрылось. И если честно, статистика по самым разным производителям мы отслеживали Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан и, если не ошибаюсь, по-моему, Литву делали тоже анализ, потому что там туда поставлялось и наше оборудование, и Озербор туда поставлял. Я не знаю, у вас в Литву тоже я помню, что были клубы. И я вижу, что большое количество клубов просто закрывается. При этом, с одной стороны, я склонен относить это к двум причинам. Первая причина – это политика одного большого производителя, который, с одной стороны, сделал ставку на очень дешевый вход в сегмент, так сказать, некий такой агрессивный вход в сегмент прокатных клубов, и потом, по сути, бросил их на произвол судьбы. Потому что та академия, которая была создана, в общем-то, на самом деле практических навыков для ведения именно этого бизнеса толком не дает. У вас есть возможность, у каждого производителя есть, в общем-то, достаточно хороший арсенал различных возможностей, именно с точки зрения технических характеристик. Вот наш конфигуратор здесь показан. Здесь возможностей по настройкам
и тактико-технических характеристик оружия, и возможностей бронезащиты пользователей, и различных вариантов и сочетаний, количество там боеприпасов, команды. У нас только 15 команд, которых вы можете раскидать по различным ролям. К сожалению, я вижу, что в большинстве случаев эти сценарные возможности используются крайне мало. Хотя надо отдать должное, есть представители у всех клубов, всех производителей, кто делает классные игровые сценарии, их отрабатывают, но, к сожалению, эти примеры, они единичны. Сейчас у меня у самого клуб в Москве, Полигон 77, я вам честно скажу, у меня даже сайта сейчас нет. Он мне, честно скажу, он мне не особо нужен, потому что ко мне приходят заказы и связанные в большей степени с корпоративной историей, потому что мы заточены на сценарий. Мы делаем большие мероприятия, связанные со сценарными ролевыми играми. И это дает максимальное привлечение, повышает средний чек на игру. То, что я сейчас вижу, это у вас средний чек вашей игры падает. С каждым годом он становится все меньше и меньше. Да, полигон держится, хотя уже мы видим, что мне тут говорят, что некоторые клубы продают час игры меньше, чем за $3. При этом сами клубы при этом ничего не зарабатывают. Но просто мы посчитали, прям была раскладка, получалось, что продают игры вплоть до того, что $3 и даже дешевле. При этом клубы, причем зачем клубы это делают, они не совсем понятны. Вы таким образом эти клубы приучают своего клиента потенциального к тому, что это дешево, и в клубы не приходит клиент, готовый платить больше за лучшую услугу. Мы именно поэтому и пошли. В моем клубе сейчас развивается конкретно направление Киберстрайк. Это оборудование обязательно с большими либо ременными системами, либо с разгрузками. Это максимальное приближение к военной тематике. И второе направление – ПВК. Потому что это баллы. Какой именно? Я прям специально, значит, все цены производителя есть на сайте. Вот мы можем прям зайти, отнести телефон. Возможно, перевести нам это более. Сколько стоит у вас автомат взять? С одной повязкой. Чего с ней это сам автомат полностью готовый, с повязкой, хотя бы с одной без жилета. Сколько будет стоить? В данном случае получается в 27,5 тысяч, самый дешевый вариант. Долларов по 400? 450. Тоже автомат АК-74? Да. Это 350 долларов. 350. У вас ММГ, правильно? Конечно. А если мы не делаем... Мы только что ответили на вопрос. Если Для брать... Республики Беларусь $100 это не так мало. Отбивать ее и при игре на человека 5-15 рублей, то бишь это $7,5, это достаточно долго. Если, не дай бог, мы еще возьмем ваши бронежилеты, которые будут выходить из строя, потому что бегают, прыгают и так далее, Падает, минус 20. то это уже становится
ребят, ну давайте так, я понимаю, что московские цены и, там, допустим, цены в Самаре и Саратове, они, кстати, отличаются. Средний лазертаг игра до сих пор держится на уровне 1500 рублей 3 часа игры. Но, и это стоимость, которую стараются держать в клубе Вы «Паритет». слышали ваше оборудование на чистый пока. Для большинства производителей Всегда долго отбивается. И вы понимаете, вот я извиняюсь, да, что скрываю, вот вы только что сказали, что надо ориентироваться на более денежного клиента, да, который готов платить за здесь его нету. Но, опять же, в среднем возрасте сидящих, давайте скажем, так, где-то 30 лет, да, я вам скажу так, ну, все тут фанаты, да, я лица многие знаю, что первый год, в принципе, ездит каждую неделю. Если я жене приду и скажу, дорогая, ну, я просто буду $100 в месяц еще куда-то платить, поверьте, зная средние зарплаты в нашей стране, причем я так себя чуть-чуть не к среднему отношу, это тогда на лазертаг будет лежать администратор 2-3 фаната. Потому что брать массовость среди таких, ну, не будет оно приобретать. Значит, Наоборот, надо на студентов можно тогда я отвечу относительно покупки нового оборудования. Ребят, есть объективные реалии, по которым продается то или иное оборудование. Ну, продается исходя из функционала. Вы же не требуете от производителей, например, там, я не знаю, Audi продавать автомобили по цене «Жигулей». Не, и вас не просят. Вот. Это первое. Это во-первых. Во-вторых, есть вторая важная составляющая. Когда мы говорим о переходе на другого производителя, то для этого существует специальная программа перехода. Она не связана их там стоимость зависит в меньшей степени от стоимости того же массогабаритного макета, потому что он у вас уже есть. Вы уже свои вложения сделали. Программу перехода на протокол другого производителя возможен. Если вы хотите это обсудить, давайте обсудим. И, условно говоря, есть определенная модель экономическая. Вы можете высказать свои пожелания относительно ее стоимости. Мы можем сказать, сколько мы можем предложить это для вас. Тут, в принципе, речь не о том, что о переходе, не переходе, как бы, если ценочки на бумажку ведешь, от этого клиента больше не появится, и цену не подняется. Немножко другое. Тогда, поэтому я и предлагаю подумать вам о том, что есть направления, связанные с повышением среднего чека за игру. Это нереально, невозможно. Стоп. Вот у вас 7, хорошо, у вас 7, если вы скажете, что у вас $7,5, 15 рублей. 15 рублей стоит игра. 3 часа. 3 часа игры. Стоит 15 рублей. Да, плюс еще надо на машину заправить и доехать. Не можно считать. Это можно со стороны Беларуси. 500 рублей. Со стороны Беларуси. 2011 год, 45 тысяч стоило 2 часа игры. Когда мы купили оборудование, которое было по ценам на тот момент в 2 раза дороже резервуара, да, мы отдали 16 тысяч тогда долларов за 14 комплектов на тот момент было, ну, больше тысячи за комплект. Когда мы вышли на рынок, мы понимали, что если мы сейчас поставим, зашибись, давайте деньги приносим, давайте сделаем дешевле, к нам попрут. Это вообще было не в нашей модели, потому что у нас оборудование изначально было дороже. Дороже, солидно дороже. Мы начали наступать на минном более аккуратно. Мы поставили 50 тысяч, хотя клуб вообще только открылся, он только начал существование свое, в принципе. К нам поехали клиенты, все выходные были забиты играми на тот момент. Мы приезжали утром, мы уезжали ночью, приезжали утром, мы уезжали ночью. Все. После этого, я объясню, у нас стало 60 тысяч. Другие клубы посмотрели и подняли до 50. После этого мы сделали 75, клубы подняли до 60. Мы сделали 80, 70, 90, 80. Мы поднимали цены, рос средний чек по республике. К сожалению, на сегодняшний день тенденция закрытия клубов в принципе в республике Лодж, это называется бизнес по-белорусски. Это купить то, что работает у другого, демпануть его цены и пытаться на этом выжить. На самом деле клубы сегодня по убыточному примеру, как и в транспортной перевозке, например, люди покупают грузовик, я буду возить груз. Он не считает ничего, ни амортизацию, ни топливо, он в итоге закроется через год, через два, но, к сожалению, он создаст в умах людей представление о том, что это на самом деле дешевле,
числе ввели, у нас есть Майлз прошивки, Да. для того, чтобы работали сейчас часть клубов в России. Чем как далеко Почему мы ходить? завтра не играем на полигон, на... Ну, потому что для того, чтобы, вот, например, повестка, которую мы делаем, здесь стоит два универсальных датчика, которые можно принимать на разных частотах. Вот такие повестки существуют только пока только в 4 в России. Датчики, если я не ошибаюсь, 56 кГц стоят, А у нас 36. Мы используем специально другую несущую частоту, потому что на этой частоте существуют датчики с активным шумоподавлением. И таким образом мы боремся с засветкой. Поэтому наш сигнал получается на больших дистанциях. Самое главное, что мы можем регулировать активное пятно поражения в зависимости от поставленной задачи. Нет, у вас направление абсолютно как... Поэтому у нас может быть пятно как 5 сантиметров, так и, простите, если надо, 1,5 метра. На самом деле в презентации написано, что у нас дальность поражения до километра. 1000 метров действительно такая дальность возможна, я вам скажу больше. Во всех ЦСМ, в которых я провожу занятия, как, собственно, инструктор, дистанция стрельбы реального применения стрелкового оружия дальше 200 метров – это исключительная ситуация. Это не работа по цели, это работа по площади, это подавление огневой точки, это работа по прикрытию группы, накрытие определенной площади для ограничения передвижения подразделений. Все. Все остальное – это работа на дистанции 200, 250 км. Это средняя дистанция контакта. Здесь просто ребята договорились немножко о другом. У вас свое тактическое направление, это здорово. Я сам немножко к этому приближен. Но если мы хотим объединить действительно, чтобы это стало интересно всем, причем, да, дорогое, да, качественное, но вот, допустим, они говорят, мы хотим, они не могут купить, но и не могут играть в том числе. Вот как сделать, чтобы они могли играть со своим флагом? Относительно играется, во-первых, есть два пути решения. Значит, первый путь решения это мы договариваемся о том, что да, действительно можем организовать региональные соревнования, да, мы привезем оборудование, на котором есть конкретно, вот со мной, я думаю, согласится представитель другого производителя, любое мероприятие стоит денег, причем стоит конкретно. Значит, фестиваль в Саратове в среднем стоит просто организационные затраты стоит минимум 1,5 миллиона рублей. Для того, чтобы эти, так сказать, 1,5 миллиона потратить, нам необходимо понимать, какой будет либо мы должны это закрыть спонсорскими контрактами, их, кстати, к сожалению, не так много, спонсировать госучреждения категорически сейчас отказываются все направления ЛЗК, в том числе
нас впереди финальные игры, по сути дела. Валентин будет там присутствовать. Если у вас будут вопросы, вы можете пойти побеседовать. То есть я думаю, он будет не против пообщаться, да, порассуждать по ценообразованию, за сколько провести комфортную, интересную игру. Собственно, третий момент по поводу чего мы собрались. У нас уже готовы предварительные результаты. Мы знаем 4. Сейчас озвучим все результаты, количество баллов. И, соответственно, 4 лучшие наши команды будут соревноваться за 3-4 место и за 1-2 место. То есть состоится 2 игры. Ориентировочно, я сразу говорю, сейчас мы озвучим цифры, через 20 минут мы встречаемся там, где проходит уезды, грубо говоря, возле скалодрома. И начинаем играть нон-стопом, грубо говоря. Одна команда против другой команды. И следующее, за 1-2 место. Я попрошу с уважением отнестись к победителям. На самом деле, не сильно расстраиваться, кто не попал. Ничего в этом страшного нету. Мы тут собрались, по сути дела, не для этого. Это чисто... Всегда говорят, что главное не победа, но участие, но все хотят победить. То же самое говорил Максим, да, в Саратове на чемпионате, главное участие. Значит, все, передаю слово нашему главному судье. После заката можно его избивать. Значит, до заката надо сбежать. Ну что, начнем, да, давайте начнем с конца. Не будем называть самым слабым звеном, но 7-е место у нас заняла по результатам команда Хельсинг. Ребята набрали 27 баллов, к сожалению, их очень сильно подвел скалодром. Не очень штурм, не очень снайперы отыграли. Но, в принципе, отлично отыграли тактический тир. Стрелять, значит, умеют. Значит, следующие у нас на 6-м месте выступили варяги. Варяги наработали 31 балл. Слабее всего показали себя на Грузии и в тактическом тире. Отлично показали себя в штурме. Неплохо в скалодроме. 5-е место у нас, чтобы уже не сбиться, боже мой, занял у нас Наукоград. Наукоград получил 33 балла. В принципе, они так очень практически все пятка в пятку шли по всем соревнованиям, кроме груза. Вот в Грузии они, к сожалению, сдали позиции. Так, 4-е место у нас, соответственно, заняли Патриот. Вырвали всего 1 балл у Наукограда, 34 балла набрали. Были выше среднего во всех показателях. Их тактические тиры, штурм у них дались хуже всего. Но скалодром, снайпер, груз весьма неплохо отыграли. 3-е место. 3-е место заняло лаконичное название «Солнышко». Как говорится, солнышко должно летать, поэтому у них лучший балл на скалодроме, самый наивысший. Хуже на штурме, солнце не штурмует, понятно. Вот, в принципе, все остальное выше среднего и даже ближе к хорошему. 2-е место по баллам у нас набрала команда Анубис. Ребята набрали 41 балл, шли четко практически по всем дисциплинам, сдали только в снайпере и неплохо сдали в Грузии в итоге к своим результатам. И подходим к 1-му месту, пока не названному. Это команда Team Game. Ребята ушли хоть и недалеко, но все-таки этот балл для них был победным, 42 очка.
Они также были лучшими на скалодроме, неплохими, весьма хорошими в тактическом стиле и штурме, одними из лучших, а в принципе лучшими на снайпере. Скажи про ящик. Ящик у них не лучший, но на втором месте по выполнению. Значит, внимание, сейчас, через 15 минут, вообще как бы всех жду возле, скажем так, места проведения финальных игр. Потому что поддержать команды, значит, первая игра состоится, команда Патриот и Солнышко будут соревноваться за 3-е место. И за ними сразу выходят Анубис и Team Game за борьбу за 1-е место. И 2-е. Александр, специалист у нас. Саш, Ривоцкий. Перепрошить оставшийся. Что-то вот точно